Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 14 октября 2020 года. Посмотрим, какой день будет. Это среда, середина недели. Валет червовый выпадает. Карта, в принципе, хорошая, и день обещает быть приятным. Но самое, что важное для нас сегодня, это взаимоотношения. Как мы относимся к кому-то, как к нам относятся. Это касается и работы, отношений в коллективе, людей, с которыми мы общаемся по работе. Это и домашние какие-то отношения, это ситуация с партнерами. В общем, сегодня нас эти вопросы беспокоят, выходят на первый план. Здесь может быть даже какая-то ситуация напряженная, когда рядом есть человек, который вроде с нами хорошо общается, там улыбается, но у нас такое ощущение, что у нас на самом деле не любит и, может быть, даже ненавидит, да. То есть может быть и такая ситуация, поэтому если такое чувство возникло, то, скорее всего, неспроста, потому что этот день хороший как раз для проявления того, кто нам друг, а кто враг, кто нас любит, а кто нет, кто завидует, а кто, наоборот, за нас рад. И что еще важно по этой карте, может быть, даже кто-то за спиной может какие-то неприятные вещи делать. Да? То есть чем больше человек сегодня проявляет внимание к вам, да, может быть, даже вы не ожидали от него такого, тем больше у вас должно возникнуть подозрений по поводу того, что он от вас что-то хочет. То есть не просто так он это все делает. Но если про хорошее говорить, то здесь у нас карта заботы, карта, когда мы получаем подарки, когда мы думаем о других больше, чем о себе. Да? Может быть, это и хорошо, и плохо. То есть совсем о себе забывать нельзя, золотую середину нужно соблюдать. А что еще важно по этой карте? Очень часто по этой карте какие-то у нас встречи с людьми помогающих профессий, да, которые нас устраивают. Допустим, это может быть хороший врач, который очень внимательно отнесется, назначит правильное лечение. Это может быть какой-то консультант, например, продавец, да. Это может быть любой незнакомый человек, который проявит к нам внимание, позаботится, посочувствует, поможет и так далее. И также карта говорит о том, что мы сегодня не должны всем подряд доверять, потому что может быть с нами рядом сегодня люди, которые как-то воспользуются во вред нашей доверчивостью и могут... В общем, что-то может у нас стать хуже, да, из-за этих людей. Также эта карта очень часто связана с людьми, которые в близком круге находятся. Это племянники, это бабушки, дедушки и так далее. Да? То есть здесь какие-то вопросы, которые будут возникать еще в плане семьи, да, в теме семьи. Что будет помогать? Будет помогать туз пиковый. Но карта это настраивает нас как раз на сочувствие, на то, чтобы мы очень хорошо прислушивались к своей интуиции, доверяли ей. И также еще здесь очень важно, чтобы мы как-то серьезно относились особенно к женщинам, которые нас окружают. Потому что эта женская карта, она как раз и предполагает разного рода неприятности, которые у женщин часто лучше получаются, чем у мужчин, да, то есть женщины могут как раз хитрить, женщины могут в глаза говорить одно, а за спиной это может быть другое. Очень такой серьезный день, когда нам нужно держаться настороже, особенно с женщинами. Конечно же, это может быть и мужчина, который просто себя ведет как-то с некоторой долей хитрости, да, и нужно внимание обращать на это. А что еще важно? Карта может говорить о том, что есть какой-то интерес у вас к человеку, если, допустим, вы еще не в паре, да, может понравиться человек, который, с которым может потом какое-то романтическое у вас здесь увлечение проявиться. Что будет мешать? Шестерка трефовая. Шестерка трефовая обычно говорит о том, что мы слишком переживаем, слишком накручиваем себя,
слишком много думаем о каких-то проблемах или о том, что может произойти. То есть прислушиваться нужно к интуиции, да, нужно как-то осторожными быть, но не нужно слишком уж здесь перестарываться, да, то есть не нужно на этом зацикливаться и залипать, чтобы не было такого, что весь день вы только будете думать о том, что кто вам может насолить, кто вам может там навредить и так далее. Нет, это просто как предупреждение для вашего же блага, да. А вообще вот шестерка трефовая – это карта, когда мы, может быть, отказываемся что-то делать, да, или не отвечаем на взаимность, или, может быть, какая-то идея очень важная приходит к нам, может быть, через каких-то людей, или к нам в голову приходит какая-то идея очень важная, а мы от нее отказываемся. То есть все-таки открытым нужно держать сердце и интуицию. Вот. Но в то же время быть таким осторожным, слишком много о себе не рассказывать и не допускать к себе людей непроверенных. Давайте посмотрим, что нам подскажут маг-карты. Сначала об отношениях спросим. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что у вас было много проблем в прошлых отношениях, и вам сейчас хочется вообще быть в одиночестве и не хочется вообще никого допускать до себя. Но, может быть, это и оправдано на какое-то время, чтобы как-то прийти в себя, чтобы все переоценить, переварить ситуацию, да. Но это не значит, что вы все время должны в таком состоянии находиться. Но сегодня, скорее всего, неудачный день для того, чтобы знакомиться, для того, чтобы начинать отношения. Нужно как-то закончить то, что у вас внутри происходит, да, как-то это все привести в порядок. А для тех, кто в паре, карта говорит о том, что, скорее всего, у вас не хватает времени на то, чтобы уделять друг другу внимание, на какую-то романтику, на какие-то чувства. Скорее всего, вы очень много на себя взвалили, нагрузили. Это могут быть кредиты, это может быть очень много работы. В общем, скорее всего, в паре один из партнеров тянет за двоих, да, то есть получается, что он, может быть, работает за двоих, он, может быть, там выкладывается за двоих, отвечает за двоих и так далее. То есть, скорее всего, об этом нужно подумать и постараться разделить ответственность, потому что слишком тяжело тому человеку, который вот в паре как бы все на себя взял. Если это вы, то постарайтесь распределить обязанности между собой и вашим партнером, то есть об этом нужно договориться. А те, кто в ссоре, карта говорит о том, что прекрасная возможность есть помириться, если, допустим, пригласить человека домой или пригласить к друзьям, вот где как раз такая спокойная, хорошая, доброжелательная атмосфера, и вы сможете там найти общий язык заново. Работа. Те, кто в поиске работы, но здесь, скорее всего, еще поиск продолжается, и карта говорит о том, что у вас есть все возможности для того, чтобы найти то, что вы хотите, потому что у вас действительно тут много опыта, вы очень способны, талантливые, и, скорее всего, не зря у вас какие-то вот масштабные планы. Карта говорит о том, что нужно пока что искать, если вам предлагают то, что вам не подходит, не соглашаться. Немножечко нужно подождать и все-таки дождаться того, что вы хотели бы, что вам больше подходит и нравится. Для тех, у кого уже есть работа, карта говорит о том, что могут быть какие-то перемены. Перемены, может быть, касаются, ну, допустим, работа на дому, работа в офисе. Или, может быть, сменится вообще какая-то функция ваша, да, то есть вы раньше одну функцию выполняли, теперь другую. В общем, какие-то перемены будут очень значимые, которые, скорее всего, так и останутся надолго. Но, в принципе, перемена – это хорошо, вы ничего не теряете, то есть работа у вас все равно остается, просто меняется там сам подход, график, режим, функция и так далее. А для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что сегодня неплохо было бы побыть в одиночестве и хорошенько обдумать, как вам лучше сейчас вот в кризисное время
как бы выводить бизнес или сохранить бизнес, да. То есть, смотрите, здесь комната. Комнаты всегда символизируют какую-то устойчивость и безопасность. То есть, как вам обезопасить бизнес, как вам сделать его устойчивым, чтобы он мог продержаться вот в кризисное время. Вот это обязательно, потому что если сейчас, допустим, ничего не поменять, то тогда вот может быть угроза безопасности. Финансы для тех, кто на зарплате. Возможно, придется просить как раз, чтобы вам выплатили, может быть, какую-то часть в счет зарплаты, или, может быть, если зарплату вам сейчас еще рано получать, возможно, придется где-то занимать денег, да, или просить у родных, у семьи какую-то дополнительную сумму. Для тех, кто своим делом зарабатывает, здесь, скорее всего, может быть много расходов и полное непонимание, как зарабатывать дальше. То есть вы знаете, как вы это делали раньше, а как это будет в будущем, это вопрос пока что непредсказуемый для вас, да, и вам может быть вот очень тяжело. Скорее всего, вы понимаете, что вот тот источник дохода, который уже раньше был, он не работает, да, нужно что-то новое, а что вы пока не видите. Ну вот, если говорить по карте, то она рекомендует все-таки что-то новое начать, потому что, смотрите, может быть, не прямо сейчас, но подумать о том, чтобы полностью обновить дело, тот способ, каким вы зарабатываете. В общем, не так, как это было в прошлом, потому что как в прошлом уже не получится. И нужно дать себе время, какой-то промежуток времени выделить, чтобы хорошенечко об этом подумать, все взвесить и перестроить, может быть, то, что необходимо, да, то, что еще можно перестроить. Здоровье. Здоровье отличное. Карта говорит о том, что вы сейчас полны сил, энергии. Те люди, которые вокруг вас, они тоже вам добавляют сил вот именно своим отношением, да, своей любовью, своей заботой. А для тех, кто болел, это карта выздоровления. И по итогу дня у нас карта, которая говорит о том, что у вас действительно будет настроение такое вот подъема, да, желание свернуть горы, желание достичь каких-то целей, может быть, новых целей, да, может быть, даже воспользоваться кризисом для того, чтобы вот обновить свою жизнь. Это может касаться и отношений, это может касаться и профессии. Скорее всего, второй источник дохода или новый источник дохода, вторая профессия или какое-то направление в профессии. В общем, здесь какая-то перемена, причем это касается не только вас, но и ваших близких. Скорее всего, вот этот день будет очень важен для вас, и вы будете чувствовать, что в вашей жизни что-то меняется, какие-то перспективы открываются новые. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!